Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем готовить самые вкусные и оригинальные блюда. И сегодня у нас в гостях очаровательная татарская певица Гульнара Габидуллина. Каршалак Дуслар! И Сянмасис. Гульнара не с пустыми руками, я смотрю. Какой большой куштанаш, Рахмет, спасибо большое. И диск Гульнарага Дурткияв. Я думал, Дурткияш написано. Гульнара Габидуллина, певица, родилась 1 ноября 1977 года в селе Берсудский Мамадышского района Республики Татарстан. Закончила Мамадышскую музыкальную школу по классу баяна. В 1999 году окончила музыкальный факультет Казанского государственного педагогического университета. В данный момент совмещает сольную карьеру с педагогической деятельностью, преподает вокал в школе искусств. Гульнара Габидуллина – лауреат различных международных конкурсов, а также конкурсов «Ягомлы Яз» и «Татаржера». Гульнара замужем, воспитывает дочь Амину. Гульнар, какой оригинальный рецепт ты сегодня принесла к нам? Рассказывай. Я буду сегодня вам готовить бишбармак. Ух ты, бишбармак, кстати, давно не готовили на моей памяти. Ну почему бишбармак? Старое такое название с каких-то кочевнических времен, насколько мне известно, потому что бишбармак, то есть от слова, что бишбармак 5 пальцев. Раньше не было столовых приборов, поэтому Это блюдо кушали руками. Пальчиками. Ну что ж, а мы сегодня, наверное, будем его тоже кушать и пальчиками, и вилочками, и ложечками. Ну посмотрим. Мы начинаем. По твоей просьбе я уже поставил свежую говядину халяль отвариваться, посолил бульончик, и вот так она матурит у нас там готовится. Надо попробовать соль. Попробуем Дай мне, соль. пожалуйста, ложечку. Вот. Мясо должно у нас развариться. Но, Гульнар, вот сразу чувствуется, что ты такая вот прям хозяйка. Любишь, да, на кухне готовить? Люблю, очень. Люблю угощать. Ну как? Отлично. Сможешь меня угостить сегодня вкусным блюдом? Я буду стараться. Так, Так, Руслан, дальше что делаем? Нужно мне солод. Я буду сейчас раскатывать, делать тесто. Для Прошу. этого нам нужно 2 яичка. Ага. Если, конечно, яичко, желток будет желтый, ну, деревенское яичко, тесто будет тоже, соответственно, желтое. А если желток будет белый? Ну, будет такое бледноватое. Бледноватое. Желательно, чтобы, конечно, он был такой желтый. Яйца мы положили, чуть-чуть мне соль, водичку Так, печеную. кипяченая водичка. Пожалуйста. Соль. Все у нас Сама. готово? Да. Я сама. Все, я здесь как бы полностью доверяю тебе. Все готово? Чуть-чуть тесто туссалабас. Немножко соли, Так, чуть-чуть водичку. печеной воды. Гульнара, ну давай, прежде чем ты начнешь делать тесто, может все-таки какую-нибудь песенку для начала, чтобы настроение поднялось у Для телезрителей. начала, ну, как обычно, я с Исяна Шатраган Жиром Бармином. Традиционно, с какой песни я начинаю? Исян мы создеген Жиром Белян. Башли синкеля. Давайте послушаем. Исәнмесез минем газизләрем, исәнмесез минем үзләрем, ераклардан сабынып кайтам сезне, бетмәс соңдан сөйләр сүзләрем. Исән минем син туган йортым, таза саумы әтиәнием, мине сагынып көтеп торасыңмы, үй артыңда үскән миләшем. Исән минем син туган йортым, таза саумы әтиәнием, мине сагынып көтеп торасыңмы, үй артында үскән миләшем. Молодец, Гульнара. Исәнмесез. Исәнмесез. Еще раз Вот теперь приветствуем можно тебя. начинать. Да, ну, с такой красивой песней, я думаю, блюдо получится очень вкусным. Да. Итак, тесто. Да, размешиваем, можно и руками. Все руками делаем. У нас татарская кухня с рукой, с душой, как говорится. Да, как так. дома. Тесто, когда делаешь, его все-таки нужно чувствовать. Я все-таки вот не сторонник всяких блендеров, мендеров. Я когда даже делаю дома блинчики или что-то-либо другое, я всегда люблю делать даже венчиком, но не вот электрическим. Мне Ну, а нужно тесто чувствовать. Я вот всегда люблю вот так. Гульнара, откуда такая любовь вот, к кулинарии? Кто это? Бабушка, мама? Вот, Ну, все-таки вот от у кого нас это все пошло? готовят. И причем вкусно. Уматьешь, скажем так. Чуть-чуть похвалюсь. Ну, а блюдо детства каким можешь назвать? В детстве мама делала очень вкусные пряники. Кстати, мы этот рецепт сейчас потеряли. Я очень скучаю по этому рецепту. Мне очень нравится. Сейчас таких пряников, такой Вкусных выпечки нет. Крем делали, помню я, минут 40 сама взбивала вилкой, чтобы вот этот белок, он чтобы был белым и густым. Мама делала, соответственно, тесто, выпекала все в духовке.
Ну, было очень вкусно. Все, тесто у нас готово. Мы Так. сейчас его перевернем аккуратненько и прикроем. Вот То есть так. буквально несколько минут Да. тесто должно отстояться. Да, оно должно настояться, чтобы Итак. оно было мягким. Мясо у нас готовится. Что нам Мясо еще готовится, потребуется? сейчас нужно картошку варить. Итак, И будешь резать лук, так как у меня. все мужчинам самое интересное. Так как у меня. Сначала я чистил картошку, отваривал мясо, сходил на рынок, его купил. Теперь еще и лук резать самому. Ну ладно. Гульнара, с тебя песня, с меня лук. Дай, пожалуйста, лучок мне. Так как я с Мамадышского района, я живу в очень красивой местности, в Бирсуте, а и родители мои там живут. У нас очень красивые леса, природа и, конечно же, Кама. Вот я хочу исполнить песню Родная «Кама твоя? будет ваньяк». Да. С удовольствием послушаем. Akşarlakları şauyunam ağım su üslerinde sincalı birdin tuğan yak in yaktı hislerime kama boyu tuğan yak şul güller üse turgan yak güzelliği günellerden jırlar üse turgan yak. Такая красивая песня, я даже чуть не заплакал, понимаешь? Но то ли это от лука, то ли от Нет, песни. все-таки, наверное, ты Но из-за я в лука. Мамадышский, кстати, край тоже люблю, у меня очень там много друзей, поэтому всем большой привет. Мамадыш, Якларана. Большой огромный привет родителям. Мамадышский район. Мамадышский район. Салям от нас большой. Ну что ж, лук готов у нас. Сейчас, я думаю, надо начинать тесто делать. Да, нужно. Ты мне еси, да? Так. Досочку. Досочку. Осторожненько. Вот. Все мы делаем руками. Картошечка здесь у нас кипит. И я предлагаю немножко посолить ее, да? Да. Мы забыли с тобой. Так. Только не пересоли. Ну, нормально. Здесь для картошечки самое то. Попробуем? Или зря на кайнапшикач попробуем? Давай, вскипит, и потом попробуем соль. Очень ответственно подходит сегодня Гульнара к своему рецепту. Молодец. Есть шанс вкусно поесть. Мне нужен ножик. Ножик. Тесто Так. делим на 2, так как нужно нам будет 2 круга. Одно убираем. Гульнара, вот мы узнали, что ты, так скажем, уже с Мамадышского района, представитель у нас. А где вот получала образование? Рассказывай, где училась? Закончила Мамадышскую школу искусств музыкальную по классу баян. Потом поступила в Казанский государственный педагогический университет, музыкальный факультет. Но скажи, Гульнара, вот все-таки для девушек, которые приезжают в столицу, завоевывать ее, да, вот сложно было поступать в ВУЗ? Ну, сложно. Мы же деревенские. Вот я про это и говорю сейчас. Сколько людей смотрит, думает, я тоже хочу приехать поступить. Сложно. В плане сложность в чем? Не в том, что технически я там где-то не справлюсь, страх перед Все-таки это город, мы привыкли к другой местности, воздух, шум. Все это сказывается. Приезжаешь, вступительные экзамены. До этого 2 недели живешь в общежитии, без папы, без мамы, без бишбармаков. Без бишбармаков. Смотришь на свои унбармаков и думаешь, домой хочу. И думаешь, что они устали уже заниматься с вечера до утра. Гульнара, ну а когда, вот вспомни, все-таки первая твоя песня была, когда ты решила вот заняться сольной карьерой? Сольный или вообще первый Ну раз? как у тебя все было? Вот? Ты сразу вот пришла в институт и говоришь, буду учиться на певицу татарскую популярную. Нет. Так, пою я, конечно, уже с детства, можно сказать, с садика. Вот. Выросла я все-таки на разных песнях, и на русских, и на татарских. И люблю до сих пор слушать разного жанра музыку. Когда я училась в институте, я ходила в хор.
руководитель хора была Альфия Ибрагимовна Запарова, за что я ей очень благодарна по сей день. Благодаря Альфии Ибрагимовне мы съездили на конкурс в Италию, Финляндию, заняли призовые места. Отдохнули, загорели? Нет, не отдыхали. Кстати, были на аудиенции с Папой Римским. То есть Папа Римский даже слушал вас? Да, мы были, там было очень много представителей с разных стран, в том числе и Татарстан. Мы представляли Татарстан, то есть Папа Римского я Лично видела? Как класс, да. Первый наш кружочек готов. К чему мы переходим дальше? Таким же образом раскатывается и второй. Отлично. Вот у нас второй кружочек готов. Все, его раскатала. Ты пока, Руслан, доставай мясо Так, и мы... перекладывай вот в эту тарелочку. Вилочку Мясо? доставай, да. То есть оно должно остыть, получается, немножко, да? Ну, резать его же как-то надо. Так. Иначе мы обожжемся. Мяса много у нас. Опа. Осторожно. Что-что, а с мясом мы умеем, как говорится, разбираться. Вот это надо убрать в стороночку. То есть тесто мы пока, Да. вернее, наш кругляшочек убираем. Мне Ненадолго. нужна будет доска, ножик, Пожалуйста. и я буду резать мясо. Мясо. Мясо мы будем ложить. Так, держи. Резать. Держи ножик. Руслан, я пока займусь мясом, буду резать, а ты пока слей воду с картошки и процеди, пожалуйста, бульон. Вот такие небольшие задания для меня. Все будет сделано. Гульнар, я все твои задания выполнил. Вот наша картошечка. Какой ты молодец. Бульон я процедил, и вот он в таком прекрасном виде И еще ждет продолжения. оставил для это чтобы пить, да, как шелпа. Да, и мы слили в две красивые чашечки. Да. Немножко бульона, это будет у нас И в в самом конце мы финале, чуть да? укропчик туда. Ну что ж, продолжаем. Гульнар, расскажи, вот в каких конкурсах еще участвовал? Была ты вот в Финляндии, в Италии. Да, в Финляндии, в Италии. Потом сама участвовала, когда я училась в институте, в Ялом-Лаяс участвовала, в Татарджере. И вот так постепенно, мен кіріп кеттім жырға. То есть тебя втянуло, да, вот в Меня втянуло уже шоу-бизнес давно. татарский. Давно меня уже втянуло. Но, конечно же, я еще работаю в музыкальной школе. Я преподаю вокал деткам. Ну а хватает времени вот совмещать преподавание, там, семью, сцену? Хватает. Хватает. Нет такого желания, вот все надоело, не буду больше петь, уйду в семью там? Нет, без этого просто жить невозможно. Мы уже просто в этом. Это просто вся наша жизнь. Ну, вот у тебя Как вышел- будто так и должно быть. Ну, значит, так и должно быть. У тебя, кстати, вышел первый вот альбом, я так понимаю, да, это? Да, это первый мой сольный концерт. Ну, а кто вот пишет песни тебе? Песни пишут, я работаю с разными композиторами, Зуфар Хайретдинов, Альфред Якшимбетов, авторы слов Рустем Закуан, Гульнара Сабирова, Ильгиз Зарипов, Ильдар Нугманов, Алсина Саляхова. Я работаю с... Ну, ты практически всех и перечислила. Халық жырлары, ретро жырларын яратам. Давай, может, вспомним какую-нибудь народную или ретро-песню? Народная? Жиделе лампа вишлеку, кваттылыды жерге түшті. Жиделе лампа вишлеку, кваттылыды жерге түшті. Уф, үйрегім су бирегі зерге мисіме түшті. Уф, үйрегім су бирегі зерге мисіме түшті. Вот так сходу, друзья, с хорошим настроением поем и готовим вместе с очаровательной Гульнарой. Мы продолжаем и напоминаем, мы сегодня готовим традиционное татарское блюдо, которое называется биш-бармак. И помогает мне сегодня очаровательная татарская певица Гульнара Габидуллина. Гульнара, у нас процесс какой? Мы приготовили 2 таких кружка теста, отварили картофель, отварили мясо, его нарезали, процедили бульон. И у нас, кстати, остался с тобой еще лук. Лук. Лук мы сейчас должны сварить бульончики. Так, лук мы отварим в бульоне, отлично. Бульон, наверное, берем наш. Да. Так. Сперва положи лук, потом положим... Так, ну давай немножко воды и потом Да. добавим лук. Лук весь высыпаем. Весь лук. А почему мы не жарим, Гульнар? Ну, скажем так, мне так больше нравится. Ну, не... Сегодня твой эксклюзивный рецепт биш-бармака, поэтому Да. мы не спорим. Самое главное, мы ждем, что получится в конце. Так, добавляем еще бульончик? Да, добавляем бульончик. Дай мне ложечку. Секундочку. Чуть-чуть я его посолю. Немножечко, да? Чуть-чуть, да. Ну вот, давай. Достаточно?
Вот так. Пусть он проварится. Сколько минут варим лук? Минут 10. Заметьте, все пробует Гульнара, все, ответственный момент у нее такой вот. Все через ее глаза и через ее контроль. Гульнара, Да. бульон у нас закипел. Теперь мы Итак? режем тесто. Режем на прямоугольники. Да. Можно на квадратики. Можно на квадратики, Кому да. как удобно кушать, но мне На больше кружочки. нравится, когда вот так оно длинное, скажем так, вот так, потому что его видно в блюде. А когда она вот мельче, я его не вижу. Мне хочется, чтобы она была побольше. Так, Так, теперь нужно нам вот это вот блюдо. блюдце Да. прозрачное. Мы сейчас сюда положим наше мясо. На него мы положим картошку. А вот И будем. рецепт этого блюда, которое мы готовим, ты вот откуда взяла? Мама научила. Мама? Да. Ничего своего не добавляла? Вот? То есть мы готовим строго по маминому рецепту. Да, но я думаю, что это классическое все-таки бишбармак. Рецепт бишбармак. Да. Кто-то лук жарит, но все-таки я думаю, что варить это самый такой классический бишбармак. Мясо я выкладываю, То есть у нас такой сейчас финальный момент. Мы Да. собираем наше блюдо. собираем, да. Так, ты мне поможешь Картошечку, да. С удовольствием, подожди. Так. Сколько Картошечку. картошечки? Ложи сюда 2-3 картошечки. Сюда. Ложи. Берем. Икев. Еще, Еще, отлично. да. Можно его чуть-чуть даже вот так вот порежем. Ничего Да. страшного. Раскидаем. Теперь нам нужно... Так, Так, тесто. Нам нужно его вытащить. так. Тесто мы проварили в нашем бульоне. Да. И, соответственно, может, я помогу все-таки вилочкой давай, его аккуратненько. попридержу. Вот так вот. Вот так. И ты его сейчас ложи. Сверху, да, Да, просто? сверху, вот так вот. Все Сверху. тесто. Да, все. Осторожненько. Да. Кстати, Пусть я она будет лично прям- впервые готовлю бишбармак. Так. Процесс сейчас будет очень быстрый. Также режем Второй круг. второй круг. Да. Так. Я его чуть-чуть сюда вот так убираю. Лук у нас еще пока готовится, да? Да. Лук не страшно. То есть давай, ты мне также помоги. Давай, давай. Так, Ну, сейчас весь Мамадыш смотрит, Давай, получится давай, ли у Гульнары вкусно накормить Руслана. получится. Так. Так. И остатки. Так. Всегда закрываем крышкой, чтобы... Чтобы было Не всегда, остыло, да? Чтобы Чтобы было не свежим. остыло. Так, последние кусочки лапши мы провариваем. Осталось у нас добавить еще лучок. Да. Давай мы это сейчас прям сделаем. Держи половничек небольшой. Гульнар, расскажи, Дай мне пожалуйста. прихватку, пожалуйста. Прихваточку? Да. С удовольствием. Расскажи, пожалуйста, какие вот у тебя планы творческие на нынешний год? На нынешний год? На нынешний год. У меня, конечно, пока... Но я вся в творчестве, несмотря на то, что у меня маленький ребенок, малышка еще маленькая. То есть, так, можно сказать, небольшая пауза пока, да, у тебя? Ну, как сказать, пауза не пауза, но впереди планов очень много, но я не останавливаюсь. Но что в моих силах, на что я успеваю с ней, я делаю все. Но скажем самое так. главное, ты успела прийти к нам и Как поделиться видите, своим, кстати, да. поделиться своим секретом Да. приготовления блюда Мясо бишбармак. я докладываю все. Все не оставляю. Картошку. Да, картошечку ты мне сейчас поможешь. Это я убираю. Беренге. Давай я тебе помогу. Вот так. Сверху опять мы положим сейчас лучок. Такое красивое большое блюдо получается. Сразу хочется собрать такой целый круг родственников, Да. всех угостить. Да. Так мы его обливаем, чтобы у нас и мясо, и картошка сухими не оставалось, постоянно были в бульоне. В лучке. То есть это получается тот же самый суп Джейльган Тукмач. Ну просто мы как бы его разделили на все вот эти ингредиенты и, скажем так, вот, ну, вкус все равно другой. Так, Отличается. у нас еще немного. Так, еще Секундочку. чуть-чуть. Опа. Да. Лапша. Мы его вот так распределяем красиво. Давай я тебе помогу. Вот. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, выключаем наш бульончик. Обалденно. Перчик. Да. Руслан, у нас все готово, но ты еще должен порезать укропчик для бульона.
С удовольствием его Мелко-мелко. порежем. Мелко-мелко. Итак, дорогие друзья, осталось нам еще немного порезать укропчик для бульона. И будем пробовать наше замечательное блюдо биш-бармак. Бишбармак из говядины. Из говядины сварили бульон, мясо достали и нарезали на крупные куски. Картофель заранее отварили. Репчатый лук мелко нашинковали и сварили в небольшом количестве бульона. Из 2 яиц и муки замесили крутое тесто, раскатали тонким слоем, нарезали на ромбики и отварили в бульоне. Затем вынули и уложили на блюдо вместе с мясом и картофелем, поливая все луковым соусом. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт сегодняшнего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Заходите, делитесь своими рецептами и готовьте вместе с нами. Гульнара, Аллаха шикар, слава богу, мы достигли финального момента, потому что вот блюда с мясом я очень люблю и скорее хочется всегда их попробовать. Еще не достигли. Нужно вот чуть-чуть укропчик. Полить вот В бульончик. бульончик. Укропчик, бульончик. Смотри, стихотворение можно Да. написать уже. Вот так. Бульон берем в левую руку, в правую берем кашек и пашек. Так, вот я хочу очень попробовать Приятного тесто. аппетита. Ашлар Ашлар Ресталеволсон, да, сейчас все зрители облизываются. Руслан берет картошку, как настоящий мужчина, татарский лапшу. И мясо тоже. Мясо, не торопись. Мне вот все-таки хочется попробовать лапшу здесь. Так как я очень люблю вообще суп-лапша, да, и любые вот изделия из теста, лапшу, кстати, вот вовремя ты и правильно раскатал очень тонко, и он практически не чувствуется и тает во рту. Тем более картошка так проварилась. Молодец, очень Спасибо. вкусно. Но мясо, конечно, я тоже попробую. Единственный вопрос у телезрителей возникает, наверное, пока я сейчас пробую. И у меня лично, а почему ты не ешь то, что приготовила? Я Давай, жду. попробуй, Гульнара. Итак, посмотрим, как получилось мясо. Торжественный момент. Подожди. Вот видите, попросил попробовать, она и добавки сразу. Ну, Как дома. Вкусно. Хармат Дуслар, дорогие друзья, очень приятно попробовать старое татарское национальное блюдо бишбармак. Мне кажется, оно удалось и украсит любой семейный стол, потому что порция такая большая, сытная и для мужчин, и в принципе для девушек, потому что если девушка не хочет мяса, можно покушать вкусную лапшу и картошку. 5 баллов, молодец, Гульнара, мне очень понравилось. Рахмат. Гульнара, сегодня твое присутствие на кухне скрасило мое настроение, подняло настроение нашим телезрителям. Красивые песни, вкусные блюда. В общем, Бекзур Ахмед, спасибо, что пришла. Спасибо вам, что пригласили. И для вас песенка от меня. Бәхет гөлім ялығыз үсми, сулар сибуші керек. Парлы болуғына жетмей яратып яшау керек. Парлы болуғына жетмей яратып яшау керек. Бары екі йөрәк бір булып типсә иркән, мәхәббәтнең гомерләре мәңгелек була икән. Бары екі йөрәк бір булып типсә иркән, мәхәббәтнең гомерләре мәңгелек була икән. Мәхәббәткә яшик, яратып яшик. Всем любви, счастья и здоровья. Гульнара Габидуллина сегодня готовила замечательное татарское блюдо бишбармак. Сау болыңыз, дуслар. Пока-пока. Не пропустите в следующей программе, что такое Чак-Чак-шоу и как попасть в музыкаль Дистя, узнаете от диджея Болгар Радиуса. Секреты татарской кухни по воскресеньям в 12:30, повтор во вторник в 13 и в субботу в 9 утра.